есть у нас кадетские школы, но при этом при всем есть такая проблема. Мы, значит, когда-то приняли региональный закон о кадетском образовании, но он рамочный. То есть получается у нас в каждом регионе есть там, ну, не во всех, каких-то есть, значит, законы о кадетских классах, о кадетских школах, но они, как правило, все рамочные, и они финансируются за счет республиканского бюджета. Денег в регионе республики сегодня нет, к сожалению, да, там, но вы знаете об этом, не знаете, да, там, но сегодня на самом деле все бюджеты региональные, не все там, ну, с большой это самое, дыркой, да, там. Вот, вот нужен федеральный закон о кадетском образовании, который будет диктовать. То есть, ну, я не знаю, видели, не видели, там, когда по телевизору показывают кадетов ряженых, значит, в синюю, там, желтую, там, форму, да, там. Вот, не наоборот. Да, или там, вот видишь, когда идет молодой человек, у него вот такая медаль висит, да, там, вся группа у него там в медалях. Ну и лексик-банды там. Ну это у казаков обычно. Нет. Наград много. Это, нет, это как раз я говорю сейчас о кадетах. То есть вот именно кадетов. То есть у нас получается, что сегодня кадетами занимаются все, кто не лень, все, кто попал. И нет вот именно того стандарта. Вот если будет какой-то федеральный стандарт, ну, федеральный закон, в котором будет прописано четко, да, там, что форма должна быть такая-то такая. Что будет, должно так-то. То есть такие какие-то требования. То есть ведь каждая строка, прописанная в законе, да, она подразумевает под собой не только но и финансирование. Вот. И это очень важно. Ведь все, что идет в газету у нас, кадеты, это не только патриоты, да, там, это те люди, которые там, в конце концов, завтра, по крайней мере, процентов 50, из них 60 это те люди, которые пойдут защищать нашу родину, правильно? Которые будут служить государству, стране. Вот. И об этом надо думать. Вот. К сожалению, сегодня я ваш вопрос понял. Да, к сожалению, вот нужен сегодня единые правила, единый стандарт, по которому будут работать все остальные. А сегодня получается, что кадетство это факультатив. Понимаете, это все равно, что кружок по рисованию. Понимаете, о чем я говорю? Вот это сегодняшний факт. И вот это очень серьезный вопрос, о котором надо подумать, который надо делать. Так, можно теперь ответить? Да, конечно. Насчет кадетства. Представляете, что такой закон есть? Потому что есть... вы не торопитесь, я еще не ответил. Есть кадетские корпуса. У нас в Тюмени есть 4-й президентский кадетский полк. Они одеты в единую форму, живут в кадетском училище. Значит, на них есть закон, так же, как на Суворовское, на Химовское училище. А те кадетские классы, которые организуются в школах, это действительно, это как кружки. Вот у нас в Уренгое, в Новом Уренгое, есть кадетская школа. Там все одеты, одни форма казаков, одни есть классы авиационные, одни вот, типа суворовских у них форма, но все они ходят в форме. И это действительно самодеятельность. Это просто патриотическое движение такое, и типа вот, того, что вы сказали, понимаете? Но это, по-моему, оно не может, это, если издать закон, значит заставить всех вот носить эту форму во всех школах, понимаете? Это не получится.